Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на интеллектуальной битве «Эрудиты». И принимать сегодня участие будут уже известные нам всем команды. Это команда, которая не сдается ни при каких обстоятельствах, рвется в бой постоянно. Ингушский ТЮЗ. И их соперники, герои Ремарка. У нас сегодня реванш. Посмотрим, чем закончится эта битва. Будет интересно. Итак, давайте напомним о себе. Ингушский ТЮЗ. Я представляю свою команду. Аслан Хадзиев, зам директора по организации зрителя. Дугурхан Хаутиева, народная артистка Республики Ингушетия. И я, Азамат Суроев, актер театра юного зрителя. У меня вопрос. Куда Мусу Хадзиева дели? Муса у нас немного приболел, но не переживайте, он всегда с нами. Герои Ремарка, вам слово. Мы все сотрудники Ингушского госуниверситета. Это Аза Яндиева, Тимур Гапурхаев, София Бекова и я, Алихан Патиев. Очень приятно, спасибо. Что ж, поехали. Итак, мы начинаем первый тур. В этом туре вы услышите 8 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 20 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 2 балла. Палермо – это самый крупный город какого итальянского острова? Команда «Время и стекло», пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, вам слово. Мы думаем, что это остров Сардиния. А версии были еще? Сицилия еще был. Так, и остановились вы на Сардинии. Сардинии. Так, а как считаете вы? Мы считаем, что это Сицилия, а вот Сардинию не вспомнили. Ну, возможно, Сардинию, так, не знаю. То есть не уверены в своем Не уверен. ответе? А правильный ответ – Сицилия, 2 балла в вашу копилку. В каком селе родился известный ингушский поэт Хаджибекар Муталиев? Итак, команда «Время и стекло», пожалуйста, герои Ремарка, ваш ответ. К сожалению, мы не уверены. Предполагали, где живут Муталиевы. Мы думали между Икажевым и Насыркортом и остановились на Насыркорт. Насыркорт ваш ответ. А у вас? Мы недолго думали и были уверены, что Хаджибекар Муталиев проживал в сельском поселении Икажево. И там же родился. И там же родился. Икажево – это правильный ответ. 2 балла в вашу копилку. Назовите автора этих строк. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Мы с командой считаем, что это Тютчев. Федор Иванович, который, да? Да, который Вы уверены он. в своем ответе? Ну, надеюсь, он правильный. Так, на какой ответ надеетесь вы? Мы также считаем, что это Федор Тютчев. А вы уверены? На все 100. Федор Иванович Тютчев приносит вам по 2 балла. Из шерсти каких животных делают мохер?
Время команды истекло. Герой ремарка, ваш ответ. Мы не уверены, но решили, что это из шерсти верблюда. Верблюд. Да. А версии еще были? Была версия ламы. Так. Все. И все. Да. Ваш ответ. Ну, мы считаем, что это порода козлиная порода, ангорская порода из них делается. Коза. Ангорская. Ангорская порода, да. И это правильный ответ. 2 балла в вашу копилку. Кто стал первым царем России в 1547 году? Итак, команды, ваши ответы. Ингушский тюз. Ну, по нашей версии, первым царем России был Иван Грозный. Ваш ответ. У нас тоже такой же ответ. Это Иван IV, который впоследствии получил прозвище Грозный. Он еще сделал это официально, торжественно в Успенском соборе, показав тем самым, что он приравнивается к европейским державам. Вот вам и научные сотрудники. Иван IV Грозный – это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. Назовите столицу и крупнейший город Финляндии. Азамат, давай развернутый ответ, я тебя очень прошу. Прям вот начинай с вопроса, а потом уходи на ответ. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. Столицей Финляндии является город Хельсинки. Уверены? Да. Ваш ответ. Мы с нашей командой считаем, что крупный город и столица Финляндии, страны, где, не буду я развернутый ответ давать, это Хельсинки. Хельсинки – это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. Назовите автора картины «Свидетель прошлого». Итак, команда, ваши ответы. Ингушский тюз, вам слово. Мы считаем, с нашей командой считаем, что это какой-то художник. А какой, мы, к сожалению, не знаем. И тем не менее у вас были версии. У нас, можно много версий перечислять. Дали, Рафаэль, Микеланджело и многое такое. Но мы не знаем точного ответа, поэтому лучше промолчим. Ваш ответ? Наугад отвечаем Суриков. Вы сейчас все будете удивлены. Это народный художник Республики Ингушетия, член Союза художников Российской Федерации Айшат Даурбекова. Обязательно посетите Музей изобразительных искусств. И последний вопрос этого тура. В каком российском городе состоялись 22-е зимние Олимпийские игры в феврале? Время команды истекло. Герой ремарка, ваш ответ. Мы считаем, что они проходили в городе Сочи. Уверен. Ну да. Как считаете вы? Мы тоже считаем именно так. Это город Сочи. Сочи – это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. И по итогам первого тура, что у нас получается? Герои ремарка заработали 10 баллов, ингушский тюз 12 баллов. Все еще впереди.
Итак, мы начинаем второй тур. В этом туре вы услышите 10 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 3 балла. Какую певицу в советское время называли Золушкой с хрустальным голосом? Итак, команда «Время» вышло. Пожалуйста, герой ремарка, ваш ответ. Наш ответ Пугачева. Версии еще были, Алихан? Гурченко. Так, и остановились вы на... Но меня немного смутило то, что Гурченко, она скорее актриса, чем певица. То есть, если бы спросили, наверное, спросили бы про актрису. Ага. И поэтому остановились на Пугачевой. На Пугачевой. Ваш ответ? Мы тоже вот посовещались втроем и решили, что певица в советское время, которая имела золотой голос, хрустальный голос, как у Золушки, это Ротару. Версии тоже были. Еще были. Анна Герман была, Толкунова была. Я не зря сделала акцент именно на Золушке. Там и была песня «Золушка». Людмила Сенчина, правильный ответ. Кто является автором следующих строк? Хумвах нокст текш, вах нокст хедавекш, хардина, хедавека ухдунин. На Джамалдина не похож. Итак, команда «Время и стекло», Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Мы считаем, что это Гагиев. Герихан Гагиев? Да. Вы точно знаете? Нет, конечно. Вот слог вот этот. По слогу вам кажется, да? Ну, примерно, да, кажется. Ваш ответ? У нас тоже Гагиев. Герихан Гагиев. А какие версии были еще? Думали еще насчет Плеева. Больше Яндиева, да, но Яндиева мы почему-то сразу убрали. А вы уверены в своем ответе? Нет. А правильный ответ? Герихан Гагиев. По 3 балла каждой команде. Какая опера Джакомо Пуччини осталась незаконченной из-за его смерти? Давайте выясним, кто такой Джакомо Пуччини. И что он писал? Джакомо Пуччини. Нет, это же закончено. Итак, команда «Время и стекло». Пожалуйста, герой ремарка, ваш ответ. У нас нет ответа. В опере мы не особо разбираемся. Ваш ответ. Ну, мы тоже с творчеством Пуччини не особо знакомы, но считаем, что это Юнона и Авось. Да ладно. Да. Правильный ответ – Турандот. Что за создание гурами? Время команды «Истекло», Ингушский ТЮЗ. Мы слушаем вас. Ну, мы вот посовещались здесь с ребятами и решили, что гурами созвучие что-то с грузинским.
Да. Так. И мы решили, что это танец. Что за создание гурами, да? Это танец, по-вашему. А по-вашему? Мы в первый раз слышим это слово, но ответили птица. То есть оперлись на что-то живое Да. такое, да? Да. В этом вы поступили правильно. Но это рыба. Из какого фильма эта фраза? Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Сейчас я замолчу. Время истекло. Герой ремарка. Ваш ответ. Практически все вопросы сегодня такие, на которых мы даже не слышали такие слова или такие названия. Все всегда бывает в первый раз. Вот сейчас мы предположили, что это 12 стульев, но фразы такой вообще никто не помнит у нас. Ваш ответ. У нас эту фразу помнят, любят, как говорится. Это фильм «Свадьба в Малиновке», а сказал это, если не ошибаюсь, Папандополо. Папандополо сказал, вы не ошибаетесь. Свадьба в Малиновке – это правильный ответ. 3 балла вашей копилки. Кто был первым командующим Красной армией в период после революции? Его убили в Мексике в 1940 году. Итак, команда, время истекло. Пожалуйста, ингушский тюз, мы слушаем вас. Версии у нас, конечно, были разные. Мы считаем, что это Буденный. Буденный. А какие версии были? Рокоссовский, Конев. Кого еще вспомнили? Кого всех вспоминали. Ну, считаем, что Буденный. Буденный. А вы как считаете? А мы считаем, что это Троцкий. Его еще секретарь так топором зарубил в Мексике. Нет, это был топор. Лев Троцкий. Вы знаете точно? Ну, уверена. А вы эту версию за основу не взяли. А Лев Троцкий – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Скажите, на ингушском языке почки, и я о тех, что на деревьях. Время вышло команды. Герой ремарка, ваш ответ. Яниш зырки хатвал. Наверное, зырки. Очень. Серьезно? Я так слышал, не знаю. А как считаете вы? По-другому, как... Нам, конечно, очень стыдно, но мы не вспомнили этот ответ. На языке вертится. Вот смотрите, они озвучили свой ответ. Вы считаете, он правильный? То есть у вас это вертится на языке? Нет. Мы не считаем его Не правильным, считаете? но свой мы вспомнить никак. Никак не можете. А правильный ответ – Чонакаш. Кто написал в своей автобиографии: «Все, что мне нужно для создания комедии, это парк, полисмен и девушка»?
Создание комедии «Мне нужна девушка-парк». Итак, команда «Время и стекло». Ингушский тюз. Ваш ответ. Мы считаем, что это шоу. Бернард? Да. Который он самый. Интересная версия. А как считаете вы? Мы считаем, что это Чарли Чаплин. Вы смотрите, как ваши ответы разнятся, да? У кого комедия в написании, у кого комедия в исполнении. Чарли Чаплин – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. В какой африканской стране реки Лимпопо и Замбези впадают в Индийский океан? Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. Мы считаем, что это страна Замбия. Точно знаете? Нет, но мы предполагаем. Так, а как предполагаете вы? Ну, мы посовещались и считаем, что это тоже Замбия. Так, а версии были еще? Без версий. Вы давно были готовы к ответу? Прям спешили? Очень зря. Мозамбик – правильный ответ. И последний вопрос этого тура. В какой пьесе Шекспира появляются 4 ведьмы? Время команды истекло. Пожалуйста, ингушский тюз. Мы слушаем вас. Ну вот мы с ребятами посовещались, и мы решили, что это Макбет. Вы точно знаете? Что там 3 ведьмы есть, мы точно знаем. А вот насчет 4-й, А вот 4-ю где-то в театре надо найти. Ваш ответ? Мы не уверены в ответе, предположим, что это «Сон в летнюю ночь», потому что вроде как там было что-то мистическое, возможно, там были и ведьмы. Возможно, но не были. Макбет – правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. И по итогам второго тура, что у нас получается? Обе команды заработали по 9 баллов. Общий счет 21-19, но все еще впереди. Итак, команда, мы начинаем 3-й тур. В этом туре вы услышите 6 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по баллу. Назовите имя главной героини романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. Роман «Тихий Дон» я очень люблю. Насчет того, что можно ли говорить главная героиня, не уверен. Там все-таки главный герой был, Григорий Мелехов. Да, но, видимо, из женских персонажей наиболее, скажем так, кто больше всего фигурировал в повествовании, это Аксинья. Вот, видимо, ее и взяли за основу как главную героиню. Я тоже очень хорошо знаю это произведение, потому что мне довелось писать дипломную «Жизнь и быт донского казачества» в романе Шолохова «Тихий Дон».
Ваш ответ. Ну, вы так мило побеседовали по поводу Тихого Дона. Я его, к сожалению, читал уже очень давно и не помню никого, но мы предположили, что это Глаша, Глафира, так, наобум. Кто-нибудь да? Да? Да. А правильный ответ Аксинья. 1 балл в вашу копилку. Какой зимний вид спорта делится на альпийские и горные виды? Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ, вам слово. Ну, мы считаем, что это фристайл. Так, а как считаете вы? Мы считаем, что это слалом. Слалом. Да. Но Алихан еще предполагал скалолазание. Зимний. Лыжи, правильный ответ. Лыжный спорт. К какому литературному жанру относится произведение Магомед Саида Плиева «А какой»? Итак, команды, ваши ответы. Герои ремарка. Мы думаем, что это рассказ. Рассказ. Да. А как думаете вы? Но мы думаем, что это повесть У вас еще была версия. и рассказы. Повести и рассказы, мы думаем. Вы остановились на повести. Очень зря. Рассказ – это правильный ответ. 1 балл в вашу копилку. Какая ткань тела состоит из дермы и эпидермиса? Да, спокойно. Ты тоже будешь беспокоиться. Кто из вас так одет? Кто из вас одет в это? А? Хаал? Ну, вы точно нет. Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Но мы посовещались и решили, что это кожа. То есть она самая. Да. А как считаете вы? Мы тоже считаем, что это кожа. Кожа – это правильный ответ. По баллу каждой команде. Назовите средства передвижения обезьян по джунглям. Поднимайте руки. Почему не засчитывают нам? Долгосрочный ответ. Смотрите сюда. Да, да. Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка, вам слово. Мы считаем, что речь идет о лианах. Лианы ваш ответ. А ваш? У нас такой же ответ – лианы. Лианы приносят вам по баллу. И последний вопрос этого тура. Из бобов какого дерева делают какао и шоколад? Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Мы считаем, что это какао.
Дерево. Дерево какао, да. А как считаете вы? Мы считаем также, что это какао. Можно сказать, что ответ скрывался в самом вопросе. Дерево какао – это правильный ответ. По баллу каждой команде. Итак, по итогам третьего тура, что у нас получается? Герои Ремарка зарабатывают 5 баллов, Ингушский Тюз – 3 балла. А счет у нас равный 24-24. Итак, мы начинаем четвертый тур. В этом туре вы услышите 4 вопроса. На обсуждение каждого вам дается по 1 минуте. За каждый правильный ответ вы получаете по 4 балла. Известная отличительная способность этого животного у каждой особи индивидуальна и никогда не повторяется. Когда-то в Африке их обитало 4 вида. Сейчас осталось только 3. Равнинные или обычные, горные и греви. А вымерший вид получил свое название за издаваемые им звуки квагга. Практически каждый день мы ступаем по ним ногами. Что это за животное? Это может быть все, что угодно. Или кто угодно. Время есть. Итак, команда, время истекло. Пожалуйста, герои Ремарка, ваш ответ. Мы считаем, что это зебра, потому что окрас у зебр, он индивидуальный у каждого. Так. И также мы, переходя дорогу, переходим по зебре. Возможно, и это и есть правильный ответ. Возможно. Будем смотреть дальше. Ваш ответ. Ну, я точно знал, что вымерший вид зебр – это квагга, и, соответственно, ответ у нас был зебра. Зебра – это правильный ответ. По 4 балла каждой команде. В прошлом, когда дороги еще не были асфальтированными, одежда пешеходов очень быстро покрывалась грязью и пылью. Особенно, если им приходилось идти достаточно быстро или далеко. Согласно фразеологическому справочнику, именно этим объясняется появление русского выражения, изначально применявшегося по отношению к нерадивым слугам. Назовите это выражение. Нерадивым слугам. Итак, команда, минута истекла.
ингушский тюз. Пожалуйста, ваш ответ. Версия была одна, неряшливый, неряха, но и то мы ее как бы не записали, поэтому вариантов нет. Нет. Нет, да. Обидно. Ваш ответ. Мы начали с «Эй, хлопчика» и остановились на версии «Пятки засверкали». А что еще было? В принципе, ничего, наверное. Хлопчика отмели и оставили пятки. Да. А правильный ответ – явился, не запылился. Знаменитый французский антрополог и этнограф Клод Леви-Стросс сказал: 21 век будет веком гуманитарных наук или... Закончите фразу. Что ж, команды, минута истекла. Герой Ремарка, вам слово. Мы предположим, что Леви-Стросс был обеспокоен техническим прогрессом и предположил, что либо человечество пойдет в сторону гуманитарных наук, либо это станет нашим последним веком. То есть мы предположили, что это последний век. Последний век, да. Так он сказал. А как считаете вы? Ну, а мы считаем, что он сказал, как его звали, кстати? Леви-Стросс. Он сказал, 21 век будет веком гуманитарных наук или веком технологий, цифровых или... Без разницы. Без разницы, да. Технологий. Технологий, да. Клод Леви-Стросс сказал, 21 век будет веком гуманитарных наук или его не будет. И последний вопрос этого тура. В 3 веке нашей эры в Римской империи действовала крупная, хорошо организованная шайка фальшивомонетчиков, главным центром деятельности которой была провинция Паннония. Свой преступный промысел эти люди довели до совершенства и нанесли огромный ущерб финансовой системе государства. Власти выявили место, где орудовали эти фальшивомонетчики, и для их поимки были посланы целые воинские подразделения. Некоторые из виновных поплатились жизнью. Другие же были направлены на принудительные работы. Куда?
команды минута истекла. Пожалуйста, ингушский ТЮЗ, вам слово. Мы считаем, что их отправили работать на добывание золота, серебра. На рудники, да? На рудники, да. Так. Ну, такая ирония римская. Добывать золото. Да. Хорошо. А как считаете вы? Мы думаем, раз они были знакомы с этим делом и как бы знали тонкости этого дела, то их отправили в монетный двор, чтобы печатать эти же монеты, изготавливать эти монеты. Правильный ответ. Их отправляли на монетный двор. 4 балла в вашу копилку. И по итогам 4-го тура герои Ремарка заработали 8 баллов, ингушский ТЮЗ 4 балла, общий счет 32-28. Герои Ремарка вырываются вперед. Итак, мы начинаем заключительный 5-й тур. В этом туре мне понадобится по одному участнику от каждой команды. Отвечать вам придется на 3 вопроса. Кто ответит быстро и правильно, тот и принесет баллы своей команде. В случае же неверного ответа у соперника будет возможность дать свой ответ, но засчитан он будет уже на 1 балл меньше. Готовы? Проходите. Пожалуйста. Частью какого органа является трехстворчатый клапан? Пожалуйста, Аслан готов? Сердце. Уверены? Однозначно. Алихан, была версия? Нет, версии не было. Ну, вернее, я бы, наверное, ответил сердце, но меня опередили. Трехстворчатый клапан. Правильный ответ – сердце. 3 балла в вашу копилку. Как мы скажем на ингушском языке очаг? Пожалуйста, Аслан готов? Корч. Алихан, была версия? Нет, версии нет. А курч – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Какой парфюм отечественного производства пользовался большой популярностью у советских женщин? И Аслан уже готов. Пожалуйста, ваш ответ? Ну, я считаю, что это шипр. Так, Алихан, есть версия? Тишина. Алихан, пожалуйста. Версии нет. Нет версий. Обидно. Это духи «Красная Москва». Спасибо за участие. Итак, подошел к концу заключительный 5-й тур, в котором Алихан, к сожалению, не принес баллов своей команде, а вот Аслан своей команде принес 6 баллов. Общий счет 34-32. И со счетом 34-32 победу в сегодняшней игре одержала команда «Ингушский ТЮЗ», с чем я вас и поздравляю. Герои Ремарка, не отчаиваемся. Теперь у вас счет равный, я бы сказала, 1-1. Реванш взят. Победа сегодня за ними. Но ничего страшного, у вас еще у всех все впереди. Ну а теперь время приятностей. Кафе «Платформ 06», которое находится в Магасе по улице Борова, 3, дарит вам сертификаты и приглашает вас в гости. Там вы сможете насладиться радушным приемом, теплой сказочной атмосферой, вкусной едой, качественным и быстрым обслуживанием. Пожалуйста. Алихан. Кафе «Платформ 06». Все к лучшему. Я еще раз вас всех благодарю. И напоследок мне бы хотелось услышать мнение капитанов команд по сегодняшней игре. Алихан, что скажете? Сегодня была какая-то диаметрально противоположная игра в первой игре. Так. В плане того, что вопросы были практически, ну, как я уже говорю, практически, ну, большая часть. Именно то, чего мы не знаем. Хотел бы извиниться перед своей командой за то, что я провалил последний раунд. Они вас поддерживают в любом случае. Всего знать невозможно, Алихан. Соперники молодцы, взяли у нас реванш. И спасибо за то, что пригласили на игру. Спасибо. Азамат.
Но мы хотим в первую очередь поблагодарить наших соперников, которые согласились нам дать реванш, пришли. Поблагодарить вас за то, что вы нас пригласили, и не забывайте о нас. Как вас забудешь? Вы постоянно рветесь в бой, беспрепятственно. Мы готовы всегда, как говорится, за любой беспредел. И хотели бы поблагодарить спонсора кафе «Платформ 06» за сертификат, за в будущем про приятные воспоминания. Вот так скажу. Ну и всем спасибо, кто хочет дополнить. Ну, я, наверное, в первую очередь поблагодарю молодежь нашу, которая так симпатично относится к старикам. Хочу сказать, я хочу вам пожелать вообще удачи, ребята, вы молодцы. То, что у вас есть вот это благородство, особенно у капитана, это, знаете, в наших глазах превышает вас. Вы не проиграли сегодня. В наших глазах вы стали намного выше и светлее, и мы к вам относимся, вы знаете, от чистой души. Мы хотим вас поблагодарить за это. Но ведущую, которая подобрала вопросы такие хорошие, на которые мы смогли ответить. И вообще хочу национальное телевидение поблагодарить. Вы знаете, самое страшное, наверное, для людей – это вот остаться без таких программ, когда театры пустуют, когда в музеи нельзя заходить. Это очень страшно, когда у тебя есть пустота на душе. Я хочу пожелать нам всем, чтобы этой пустоты у нас никогда не было. А вам удачи. Спасибо большое. Аслан? Ну, что я скажу? Ну, тоже поблагодарю соперников, ведущую. Приятная атмосфера, светлая, добрая. Ну, дадим им матч-реванш еще один раз, я надеюсь. Приходите, я всегда вам всем рада. Такие светлые, позитивные команды. За вами нужно только наблюдать и постоянно показывать. Спасибо большое. И напоминаю всем желающим принять участие в нашей игре, присылайте свои заявки на электронный адрес erudity.tv@mail.ru. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Оставайтесь на канале Ингушетия и до новых встреч.